Этот пятиметровый крест на боковой стене здания появился еще несколько лет назад. По ночам он светился, и проезжающие центральный вокзал люди вопросительно поглядывали на распятие. Спустя время здесь появился баннер, гласящий о том, что в этом двухэтажном здании расположилась церковь «Дом благодати». Мы попытались войти внутрь и узнать, что же это за храм, но дверь нам так и не открыли. Все попытки достучаться завершились ничем. При этом вывеска гласила: службы проходят ежедневно в 2 часа дня. Все та же надпись оповещает: «Дом благодати» – религиозная организация Ассоциации евангельских христиан Абхазии. Эта организация является структурным подразделением, зарегистрированным официально у нас в Министерстве юстиции, Ассоциация евангельских христиан Абхазии. В отличие от многих других религиозных организаций, эта ассоциация ежегодно, между прочим, представляет отчет о своей деятельности в Абхазии. Они относятся к категории протестантских церквей, выходят за рамки общепринятых христианских понятий, как католики и православные, но при этом нигде в мире они, в принципе, не запрещены, и деятельность их, в том числе религиозная, не является деструктивной, разрушающей. Они занимаются разного рода гуманитарной деятельностью, и должен вам сказать, что вот именно эта ассоциация в Абхазии провела ряд акций, которые просто можно поставить в пример другим. Наша страна всегда была интересна различного рода гонимым конфессиям. Сюда они ехали из многих точек мира в поисках паствы и возможности спокойно, без ограничений и проблем распространять свои учения. И по мнению историка Резо Каце, это не всегда хорошо. Абхазия многие годы жила без закона о религии, и этим пользовались представители различных религиозных организаций. Если раньше, до принятия этого закона, мы как-то ссылались на то, что нет закона, регулирующего отношения. Поэтому, несмотря на ваше желание и так далее, будьте добры, воздержитесь от своих деятельностей и так далее. И мы как-то могли контролировать, люди к нам обращались, то сейчас этого вообще нету. И кто какую религиозную организацию там создает, это известно очень узкому кругу лиц. Однако сейчас ситуация иная. Закон о свободе совести и религиозных объединениях действует уже несколько лет. Он регулирует не только вопросы в области прав человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания, но и правовое положение религиозных объединений. Слабость закона, по мнению Резо Каце, в одном – отсутствии защитных механизмов, оберегающих наше общество от всякого рода религиозных сект. По сути дела, по этому закону любые 10, в том числе не только граждан Абхазии, могут написать заявление, предоставить копию паспорта или паспортные данные и зарегистрировать любую религию под любым названием. Единственное, что якобы регистрирующая организация, Министерство юстиции, обязаны эти документы предоставить совету, которое будет рассматривать, годится это для общества или нет. А они, как известно, эти религиозные организации сейчас существуют под самым разным названием, которые в принципе не определяют их содержание. Реально. И что за этим кроется, никто толком сказать не может. Почему? Потому что вот как раз таки нет этого десятилетнего стажа их деятельности, и контроля за их деятельностью, отчета о их деятельности и так далее. То есть это мы удачно все преодолели, и, безусловно, это очень вредит нашему обществу. Это однозначно. Почему? Потому что самыми активными религиозными организациями являются именно те, которых надо было бы запретить. Деструктивные, тоталитарные и прочие критерии, которые существуют для определения этих организаций, они, к сожалению, присутствуют у нас. Наш закон, по словам Резо Каце, очень схож с российским. Однако в том документе есть процедуры, которые позволяют изучить религиозную общину до ее официальной регистрации. Необходимо пройти, например, экспертизу и еще целый ряд действий, чтобы доказать, организация и правда не несет угрозу национальной безопасности и устоям государства. И лишь затем они приобретают официальный статус, который именуется не иначе, как религиозная группа. А в нашей стране все решает экспертный совет, формированием которого как раз сейчас занимается Минюст.
Действительно, вот такие открытые ворота для общества это не есть хорошо, как я понимаю. Даже тот закон, который довольно-таки открыт, российский, с чего был сдут наш аналог этого закона, там есть какие-то защитные функции. Мы ее удачно убрали, этой защиты. Что я имею в виду? Там религиозные организации или группы делятся на категории. Вот если человек, даже если их 10, пришли и хотят зарегистрировать свою религиозную организацию в России, им дается как бы испытательный срок, энное количество лет. В течение этого времени они должны контролирующим государственным органам отчитываться о проделанной работе, по крайней мере, доказывать, что они приносят определенную пользу для общества. И в течение, когда срок истекает, они подают, если имеют желание, конечно, документы на то, чтобы их перерегистрировали как юридическая организация. И вот этот 10-летний предыдущий стаж их деятельности, оно как бы идет в подкрепление их желания. То есть, обратите внимание, они должны доказывать свою полезность обществу. У нас этого нет. У нас сразу религиозная организация и все. Сейчас, по неофициальным подсчетам, в нашей стране существует более 20 различных религиозных конфессий. Не о многих из них есть полная информация, кто они, что они и какие цели преследуют. А между тем, по мнению Резукация, часть из них тоталитарна, пагубна и разрушительна для нашей страны. Некоторые из них под видом совсем безобидных танцев и песен проникают в сознание больных, обездоленных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации людей. Существует ряд религиозных в Абхазии организаций, открыто совершенно, может быть даже и зарегистрировано, которые относятся к категории деструктив, тоталитарной. Наиболее известное и видимое в обществе на улицах наших, это, например, кришнаиты, могу об этом сказать прямо, которые создали здесь ряд своих организаций, в том числе и коммерческих, например, такси по вызову Гаруда, это их организация. Например, строящаяся гостиница или гостевой двор на улице, если не ошибаюсь, Джонова, это их гостиница. Я понимаю, что это после ввода в эксплуатацию этой гостиницы, это будет объектом, где будут проводиться различного рода конференции, съезды, встречи. То есть Абхазия станет одним из центров деятельности этой организации, которая, на мой взгляд, мало полезного принесет нашему обществу, прямо скажем. Так или иначе, в нашей республике продолжают свою деятельность множество религиозных конфессий. И пока одни оказывают помощь, проводят благотворительные акции, другие обогащают собственный карман за счет чужого горя и страданий. И так может продолжаться до тех пор, пока закон о свободе совести и религиозных объединениях не обзаведется самыми серьезными защитными механизмами, которые помогут очистить Абхазию от вредоносных и губительных сект. Нисфаршба Саида Гухава, Тимур Гогохи. Абхазское телевидение.